Заседание Кабинета министров началось с кадрового вопроса. Алмазхан Кецба назначен на должность заместителя начальника Государственной службы Абхазии по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Вице-премьер, министр финансов Абхазии Джансух Нанба представил отчет об использовании средств резервного фонда Кабинета министров Абхазии за полугодие 2018 года. По его словам, общий размер принятых обязательств по резервному фонду составляет 30 миллионов 744 тысячи 412 рублей. Кассовый расход по взятым обязательствам 26 миллионов 190 тысяч 183 рубля. Что касается вопроса по развитию предпринимательства и стимулированию деловой активности в административно-территориальных единицах, министр экономики Адгур Ардзанба отметил, что данный нормативно-правовой акт позволит местным органам государственного управления усилить работу по привлечению инвестиций, создать новые рабочие места и поддерживать частных предпринимателей. На сегодняшний день по-разному реализуется экономическая политика. То есть в каком-то там городе Сухум, условно говоря, более активная позиция, там, в Гагрском районе другая позиция. Здесь необходим унифицированный подход. Поэтому предлагается вот это постановление принять. Здесь вводится такой институт, как уполномоченный по экономическим вопросам на местах. То есть он будет отвечать за вопросы предпринимательской активности, инвестиционной деятельности на местах. Все вопросы административного воздействия, снижения этих барьеров, за эти вопросы будет нести он ответственность. В соответствии с нормативно-правовым актом на глав администрации будет возложена ответственность за работу уполномоченного лица по предпринимательской деятельности. Вопрос об утверждении порядка ведения единого государственного регистра предприятий и организаций, а также государственного регистра индивидуальных предпринимателей и тарифов за присвоение статистических идентификационных кодов был перенесен на следующее заседание Кабмина. Министр юстиции Марина Пилья подробно рассказала об утверждении порядка антикоррупционной экспертизы и проектов нормативных правовых актов. Основное содержание данного порядка заключается в определении коррупциогенных факторов, на предмет наличия или отсутствия которых мы должны будем давать заключение. Но это такие факторы, как отсутствие и неопределенность сроков принятия решения, которое может содержаться в нормативных актах, выборочное изменение объема прав, то есть предоставление в проектах нормативных актов каких-то индивидуальных льгот или предоставление определенным гражданам либо юрлицам дополнительных прав. Правительство одобрило изменение ставок вывозных таможенных пошлин. Законопроект, в частности, предусматривает снижение ставок пошлин за вывоз орехов в Грузию на 5 рублей. Таким образом, пошлина за вывоз килограмма очищенного ореха снижена с 15 до 10 рублей, а за орех в скорлупе с 10 до 5 рублей. Руководитель аппарата Кабинета министров Абхазии Давид Сангули объяснил, что если сегодня при экспорте в Россию килограмма ореха в скорлупе взимается 1 рубль, а с очищенного 2 рубля, то теперь независимо от того, в какую страну будет экспортироваться орех, в скорлупе он будет стоить 5 рублей за килограмм, а очищенный 10 рублей. В ходе обсуждения данного вопроса высказывались предложения о необходимости установления единой пошлины на вывоз ореха с учетом его стоимости. В свою очередь, глава администрации Галского района Тимур Надарая предложил снизить пошлину на орех до 6 и 3 рублей соответственно, так как этот сельскохозяйственный продукт значительно пострадал от мраморного клопа. Но эти предложения не были одобрены правительством. Министрами был поддержан нормативно-правовой акт о передаче прибыли 2018 года Государственного комитета Абхазтоп в государственный бюджет. На сегодняшний день данная сумма составляет около 80 миллионов рублей. Кабинет министров постановляет государственной компании Абхазтоп перечислить в полном объеме в республиканский бюджет прибыль от долевого участия в ООО «РН Абхазия» за 2018 год. По словам премьер-министра Абхазии Геннадия Гагуля, эти средства пойдут на ремонт дороги в районе Маяка. Асфальт будет проложен до мемориала первого президента Абхазии Владислава Ардзанба.
В целях реализации социально-экономической политики государства Кабинет министров утвердил перечень жизненно необходимых лекарственных средств для пенсионеров. В этот перечень вошли 89 наименований медикаментов. Как отметил министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнаки, фармацевтические организации будут вести журнал учета отпуска медикаментов. Более того, Министерство здравоохранения занимается созданием управления по надзору над фармацевтической деятельностью. Фармацевтическим организациям, осуществляющим свою деятельность, в том числе коммерческую, реализовывать жизненно необходимые, важнейшие лекарственные средства пенсионерам в соответствии с утвержденным перечнем по предъявлению пенсионного удостоверения ниже розничных цен на лекарственные средства стоимостью до 500 рублей исключительно на 25% и свыше 500 рублей на 20%. Организовать соответствующее ведение учета лекарственных средств, выдаваемых этой категории граждан. Члены Кабинета министров приняли проект постановления, согласно которому с 1 июля текущего года ежемесячное пособие инвалидам первой группы Отечественной войны народа Абхазии и лицам, ставшим инвалидами первой группы вследствие ранений, полученных в боевых действиях при защите Республики Абхазия, составит 10 тысяч рублей. Таких получателей сегодня у нас 44, но однако инвалидов первой группы еще более 210 человек у нас. Для того, чтобы все инвалиды первой группы получали одинаковый размер пособия, мы предлагаем отменить предыдущие все решения и с 1 июля 2018 года установить всем инвалидам первой группы Отечественной войны народа Абхазии ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей. Правительство одобрило изменения в постановлениях Кабинета министров Республики Абхазия о введении в действие акцизных марок образца 2016 года на алкогольную продукцию и табачные изделия. В положениях об аппарате Кабинета министров, о Министерстве труда, занятости и социального обеспечения, ряде других министерств и госслужб. Установлены предельная численность работников и размер ассигнований на содержание аппаратов Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.